Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня мы отмечаем День памяти святаго апостола и евангелиста Матфея, первого, который изложил благовестие для всех нас уже. И в связи с этим мы сегодня читали также, поскольку он апостол из 12, из самых близких последователей Господа, читали евангельский отрывок о его призвании. И кроме такого зачала, который читается на День памяти апостола Матфея конкретно, читается также дневное зачало. И сегодня хорошо их рассмотреть вместе. В дневном зачале тоже говорилось о призвании людей. Некий подошел к Спасителю и сказал, что «Господи, я иду за Тобою, куда бы Ты ни шел». И Господь ему привел такой пример или ответ, что лисы имеют норы, куда они ходят, и птицы имеют гнезда, а Сын Человеческий не имеет где главу преклонить. Некий второй был тоже готов идти, но ему надо было еще отца хоронить. Некий тоже Господь его призвал, третьего человека, и тот сказал, что позволь мне сперва пойти и попрощаться со всеми, которые мои родные, близкие. Вот несколько примеров из одного евангельского отрывка. И в другом евангельском отрывке мы читали про апостола евангелиста Матфея. Тогда всего лишь мытаря Матфея, который сидел на своей мытнице и собирал дань, и Господь, идя мимо, сказал, что «следуй за мной». И он оставил все и следовал за Христом. То есть таким образом сегодняшний день эти разные зачала, они никак не будут всегда вместе, но сегодня они оказались вместе. Одно зачало, где мы видели разных призываемых, которые откладывали свое следование за Христом. У одного были какие-то свои причины, у другого другие причины. И видели пример апостола, будущего апостола, сейчас мытаря. Мытаря, которые были для иудеев, но это было такое ругательное слово. И оно, конечно, не возникало на пустом месте. Они много все-таки злоупотребляли своей властью. Они имели власть собирать дань, но они часто собирали лишнее и обогащались на этом лишнем. Такой пример у нас в Евангелии на примере Закхея, который, когда он сам обратился, тогда у него возникло внутри такое великое покаяние, и он сказал, что «Господи, я кого обидел, воздам четверицею, а пол имения сразу раздам нищим». То есть вот мы видим мытаря Закхея таким великим покаянием, мы видим сегодня мытаря Матфея, который оставил все и богатство свое и следовал за Христом. И вот это такая сторона именно и для нас всегда поучительная, что когда Господь зовет, призывает человека, тогда надо следовать за Христом, и все эти дела прочие, они тоже найдут свое место у каждого человека в его собственной жизни. И отца можно будет хоронить, следуя за Христом, и с близкими, родными тоже можно общаться, следуя за Христом. Но вот как есть такая прекрасная фраза, что если Бог на первом месте, тогда все прочее на своем месте. И вот такая истина все-таки в христианской жизни и христианском следовании за Христом, тогда и у нас всегда должно быть таким первым лейтмотивом. И дай Господи, взирая на такой подвиг сегодняшнего уже для нас апостола, евангелиста Матфея,
который оставил все и нисколько не задумывался, а для него было важно следовать за Христом. И дай Господи и нам таким же решением, такой решительностью следовать за Христом. И у каждого, конечно, своя стезя, по которой он следует за Христом. Господь призывает и праведников, и преподобных, и служителей для церкви, и певчих, и всякого человека Господь зовет, и каждый человек, всякий человек имеет такую возможность по своей жизни следовать за Христом. А сегодняшний пример перед нашими глазами – это пример апостола, евангелиста Матфея. И да будут его святые молитвы с нами, и его не только молитвы, а его написанное Евангелие да будет и для нас таким руководством, такой книгой, которой мы руководствуемся для вечной жизни. Аминь.